Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И начинаем выпуск с самой последней информации о крушении вертолета Ми-2 под Ижевском. 53-летнему пассажиру, который был на борту, удалось выжить. Сейчас он в республиканской больнице Удмуртии. Пилот Дамир Гафуров погиб. Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Напомним, жесткую посадку в лесном массиве под Ижевском борт казанского авиапредприятия совершил накануне около 2 часов дня. Обнаружили машину лишь около 11 ночи. Все это время пилот и пассажир ожидали помощи. Что осложняло поиски и что помогло пассажиру выжить? Первые подробности у Юлии Гоголевой. Пропавший Ми-2 под Ижевском искали всем миром около 300 человек. Задействовали больше 80 единиц техники, в том числе и беспилотники. Из Казани и Перми на поиски вылетали вертолеты Ми-8. Задействовали и добровольцев. Сигнал поступил в 3 часа о пропаже вертолета. Начали поиски с Бонинского района со станции Угловой. Закончили в данный момент станция Синтек. Времени прошло за время 10 часов, в поисках уже 7 часов, результатов никаких. Вертолет обнаружили около 11 ночи вблизи села Азина Завьяловского района, спустя 9 часов поисков. По травмам открытый перелом правой руки, левое бедро. Пилот Дамир Гафуров погиб. Выжившего пассажира, 53-летнего Илью Хромова, доставили в Ижевскую РКБ. Сейчас он в тяжелом, но стабильном состоянии, говорят врачи. По данным одного из телеграм-каналов, он сумел выжить на морозе, потому что снял одежду с погибшего пилота. Пилот и пассажиры были переданы бригадам скорой медицинской помощи. Информация о происшествии поступила в 14:15 по московскому времени. Вертолет Ми-2 принадлежит казанскому авиапредприятию. Уже после падения пилот связался со спасателями и обрисовал примерные координаты. Это были последние его слова. По факту крушения вертолета и гибели человека Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Это нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. С целью установления всех обстоятельств создана следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления. Погибшему пилоту, жителю Ижевска Дамиру Гафурову, было всего 35 лет. В штате казанского авиапредприятия он проработал всего год. У летчика остались жена и 2 детей. Парень, никаких замечаний нет, все только хвалят. Больше 2000 часов налета. Естественно, окажем необходимую не только материальную помощь. Сегодня перечислим 1 миллион рублей. Естественно, все расходы, все остальное возьмем. На данный момент следователи изучают состояние вертолета и видео с места трагедии. Юлия Гоголева, ТНВ, Казань, Удмуртия. Долгожданное событие для 50 зеленодольских семей. В свои квартиры вернулись жители дома по улице Ленина, пострадавшего от взрыва газа в марте этого года. Все в чистовой отделке. Напомним, взрыв полностью уничтожил 14 квартир и унес жизни 2 человек. По поручению президента республики всем жителям была выплачена компенсация. А на время ремонта их расселили в соципотечное жилье. Рамиль Галиулин поздравил зеленодольцев и стал первым гостем в восстановленном доме. Вот этой стены вообще не было. Она упала на кухню. Все события того дня Динар Файзулин помнит в деталях. Вместе с женой были дома. Взрыв практически полностью разрушил их квартиру. Он прогремел как раз под ними, этажом ниже. Все это время семья жила в общежитии, а сейчас они возвращаются в свою квартиру. Ни окошек, ни балкон, все это все выбило, получается. Вот. А сейчас вот вообще все залили. Все аккуратно, все красиво. Евроремонт, можно сказать. Встретить Новый год в родных стенах готовится и Наталья Рыбакова с 6-го этажа. В тот страшный вечер она с пожилой мамой спали. Проснулись от сильного хлопка. Окна, двери, балкон застеклили. Все это администрация. Да? Вот батареи, теплоснабжение, это водоснабжение все сделали. Восстановлены стены, балконы, проложены новые инженерные сети, электропроводка и многое другое. Ремонт сделали во всех 25 пострадавших квартирах. Их сдали в чистовой отделке. Полностью меняли личные марши, полностью переделалась отделка, менялся лифт. В квартирах тоже также делалась полная отделка. Менялись все окна в данном доме. В квартирах, которые косвенно затронуло волной, там производилось усиление стенок.
В 9-этажке по улице Ленина газ взорвался 29 марта, за секунду изменив жизнь всех его жителей. Хлопок произошел в квартире на 7-м этаже. 2 человек погибли. Был создан оперативный штаб. По поручению президента Рустама Минниханова всем жителям дома выплатили денежную компенсацию. Восстановительные работы обошлись почти в 60 миллионов рублей. Мы постарались, чтобы это произошло под Новый год, чтобы Новый год люди встретили в своем жилье. Потому что кто-то уезжал к своим родственникам, кому-то мы предоставили квартиры в муниципальном фонде. Руководством республики было одобрено проведение капитального ремонта в этом доме. Он был запланирован на 22 год, его сделали, перенесли на 21 и сделали совместно. И дом получился, как вы видите. Новоселье жители отмечают всем домом и рады, что в Новый год смогли вернуться в свои квартиры. Всех с новосельем хочу поздравить. Рамиль Галиуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Зеленодольск. Тысячи коммунальных и дорожных организаций республики на время новогодних праздников переходят на усиленный режим. Для координации работы ведомств республики создан специальный штаб. О готовности сил и средств доложили сегодня в Доме правительства. В новогодние каникулы люди часто путешествуют. При этом в ближайшие дни ожидается снежная и морозная погода. Что советуют взять с собой в дорогу, чтобы не замерзнуть на трассе, и куда обращаться, если произошла беда, узнал Дмитрий Аренин. Больше навалило в последний раз. Сколько бы снега ни выпало, его надо убирать, говорят коммунальщики. На время новогодних каникул дорожные и коммунальные службы переходят на усиленный режим работы. Это и суточный график, и готовность выйти на смену в любое время. Усиленный режим у нас идет по графику сутки трое. И на Новый год для поддержки дают доп. Рабочего, доп. Мастера. В случае необходимости по звонку он приезжает. В борьбе со снегом и другими коммунальными ЧП в Татарстане могут быть задействованы 1500 различных организаций. Это 1000 единиц спецтехники и тонны реагентов. Для координации всех служб создан специальный штаб. Ежесуточно будет осуществляться мониторинг общей ситуации и приниматься оперативные решения. Руководители муниципалитетов провели соответствующие организационные мероприятия, то есть собрали всю информацию об ответственных лицах, графиках дежурствах. 2 и 3 число самое активное идет вывозка твердых коммунальных отходов. И в этот период, конечно, нужно слаженно обеспечить подъездные пути. И в случае каких-то чрезвычайных ситуаций у нас есть аварийный материал, то есть у нас на базе предприятия «Татлизинг» сформированы соответствующие резервы. Для контроля ситуации на трассах республики работают десятки метеостанций и ведется видеонаблюдение. Тем, кто отправляется в дорогу на автомобиле, советуют запастись термосом с горячим чаем, системой усиления мобильной связи. И самое главное, нужно изучить прогноз погоды и по возможности в метель воздержаться от поездки. Под особый контроль возьмут коллективную перевозку детей. В Новый год ожидается много экскурсионных групп. Все наши автобусы оснащены приборами ГЛОНАСС. И любой автобус, выезжающий с детьми в любом направлении, обязательно ставит в известность соответствующие наши службы. Эти автобусы мониторятся в режиме онлайн. Если количество автобусов будет 3 и более, то мы еще к этим автобусам ставим патрульную машину. В Татарстане работают круглосуточные горячие линии. Можно будет сообщить о коммунальных авариях, снежных заносах и ЧП на дорогах. Дмитрий Аренин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня первой в республике открылась ледовая переправа Зеленодольск-Нижние Визовые. Чтобы дать разрешение на проезд автомобилей, сотрудники ГИМС измерили толщину льда. Она здесь порядка 35 сантиметров. Это значит, что лед выдерживает машины до 3,5 тонн. Это одна из самых популярных у водителей переправ. Она сокращает путь на 75 километров. По льду можно двигаться со скоростью не более 20 километров в час. Дистанция между машинами не менее 50 метров. Сегодня Рустам Минниханов провел заключительное в этом году заседание инвестиционного совета. Обсудили 6 новых проектов. Так, инвестиции в третью очередь лого-центра в Зеленодольске составят почти 2 миллиарда рублей. Здесь планируют создать больше 1000 рабочих мест. Среди других проектов строительство детского сада в Набережных Челнах. В Казани появится канатная дорога, которая свяжет парк Горького и стадион Акбарс-Арена. Говорили и о строительстве смотровой башни в Верхнем Услоне и создании крупного многофункционального автокомплекса около промпарка Зеленодольск. Все проекты получили одобрение.
Сегодня в Казани презентовали логотип наступающего года цифровизации в Татарстане. Identico разработала дизайн-студия Артемия Лебедева. Причем доверили работу нейросети. Она визуализировала слова цифровизация, технологии, современность, будущее и Татарстан. В основе логотипа буква «Т», состоящая из пикселей. Здесь же, на площадке Национальной библиотеки, прошла дискуссия с участием дизайнера и министра цифрового развития республики. Обсуждали, какими будут умные города, как сделать города еще удобнее для жителей, где легче внедрять пилотные проекты в столицах или компактных городах, как Иннополис. И не станут ли люди глупее в умном городе? Свои вопросы задавали архитекторы, студенты и айтишники. У нас есть гораздо больше шансов заниматься чем-то более плодотворным и интересным, и современные технологии нам их дают. Они делают нашу жизнь более удобной, и у нас есть возможность самосовершенствоваться и заниматься чем мы хотим. И, конечно, мы умнеем просто не по дням, а по часам. Татарстан стал одним из первых субъектов Российской Федерации, который перевел социально значимые массовые услуги в электронный вид, но дальнейшее направление, чтобы большинство муниципальных и государственных услуг оказывались в течение одного рабочего дня, 2 рабочих дней или 3 рабочих дней. Это требует большой перестройки внутренней работы. За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 97 новых случаев коронавируса. 35 человек госпитализированы, 62 получают лечение на дому, информирует оперативный штаб. Больше всего заболевших традиционно в Казани. Из районов по 6 случаев в Зеленодольске и Лениногорске. 7 в Нурлатском. В России почти 22 тысячи новых инфицированных. За сутки в стране скончались 935 человек. В Татарстане за понедельник привились 3053 жителя. В городах и районах республики открываются новогодние елки. Яркое шоу для горожан устроили в парке химиков в Казани. Здесь установлена зимняя красавица высотой 20 метров. Вокруг нее бесплатный каток, ледовый городок, фотозона и праздничная инсталляция. Дед Мороз, Снегурочка, снеговики, рождественские олени. Все ожило в парке «Сосновая роща» этим вечером. Елки здесь каждый год зажигает Казань-Оргсинтез. Казань-Оргсинтез традиционно занимается организацией елочного городка в парке «Сосновая роща». У нас основная наша это елка 20-метровая. Мы увеличили радиус катка по пожеланию жителей города Казани. Расширили его на 2 метра. Мы организовали купол вокруг елки с подсветкой. Ледовый лабиринт у нас тоже в этом году немножко обновленный и увеличенный. Здесь перетягивают канат, катаются на коньках и качелях, прячутся в ледовом городке. Развлечения на любой вкус. Замечательно. Пришел с внуками. Выиграли призов очень много. Каждый день и каждый год катаемся на коньках, приходим на открытие елки. Очень нравится, очень хорошая программа, современная, детская. Вот нам безумно нравится. Елочка очень интересная, красивая. Приятно, что очень много разных персонажей. Вот. Деток завлекают, очень весело. Ежегодно елку посещают тысячи казанцев. Это излюбленное место для семейного отдыха. Прекрасно наблюдать за вами. Такое классное новогоднее настроение. И здорово, что мы здесь сегодня все собрались. Я хочу поблагодарить нашего партнера Оргсинтез, который поставил эту замечательную елку, каток, развлечения для всех жителей наших районов. Тагир Валиди, Алмаз Зиадинов, ТНВ «Казань». К этому часу все новости. Берегите себя, сделайте прививку от коронавируса. Это просто. И до встречи в вечерних выпусках новостей. В студии София Егорова. Здравствуйте. В Татарстане установилась по-зимнему комфортная погода. И в предстоящие сутки существенных изменений не ожидается. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево малооблачно и без осадков. Ветер слабый, но будет морозно, до -17. Безветренно в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Вероятность осадков минимальная, днем -14 градусов. Малооблачно в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. И здесь осадки не прогнозируются, а температура на средних значениях – -14-15 градусов. В Барске, Кукмаре и Балтаси без осадков, температура воздуха в пределах нормы – -15. В Болгаре, Дрожжином, Убынске осадки не ожидается. Ветер слабый, днем не выше -16. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше жителей ждет умеренный мороз – -14 градусов. В четверг вновь пойдет снег, а температура начнет повышаться. Гиделикс – капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей.
Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Сан-чи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна. Улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Сан-чи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года. Скидка 20%. В Казани малооблачно, возможен снег. Ночью минус 16, днем около 14 мороза. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Магнитное поле Земли спокойное. Уже можно делать прогнозы на завершающие дни года. И синоптики обещают мягкую погоду с небольшим снегом. Приятного ожидания Нового года и до скорой встречи!